Привет, друзья! Ну что, поговорим про холостую скидку. Как тренировать холостую скидку? Да, никак. Может быть, удивил вас, ребята, но на самом деле нет никакого закона или каких-то твердых правил. Все делается, такое есть современное слово, нативно, то есть естественно. Максимально просто. Просто чем проще, тем лучше. Чем сложнее, тем все это становится сложным, ребята. Все заключается в общении. Либо у вас ружье лежит в сейфе, вы его не достаете, либо вы с ним общаетесь. Вы его трогаете, любите. И с каждым разом ваш процент растет, ребята. Давайте я покажу вам из холостых скидок, как можно тренировать, экономить дома длинными зимними вечерами. Мы тренируем, ребята, плавность. Плавность. Ружье разряжено, плавность. Можно стоять вот так. Видите, ребята, нету, не видно плеча. Можно стоять на дуплет, торцевая стойка. Это боковая стойка, а это торцевая стойка. Просто движение, ребята. Вот, можно тренировать вот так вот. Да, до боли будет смешно, те данные, которые я могу передавать вам. Но они действительно могут у кого-то работать. Вот. Обязательно начинайте с нуля. 0 это ваша грудь. Следующее. Вот 0. Не делайте ничего напряженно. Пускай у вас не будет напряжения на руках, в шейном отделе, в спине. Мышцы же они натягиваются как струны. Задача, если вы спортсмен, ложите ружье, берите его 25, да, слева направо. Это уже два движения, два выстрела. Бам, бам, положили, подняли. Вот. Держим с нуля, допустим, ребята. 0. Чтобы у нас время было минимальным. Не надо делать вот так. Не надо делать вот так. Делайте, ребята, вот так. Чтобы время было подъема минимальным. До скулы. Не до скулы, а до костяшки скулы. Вот. Прижимаюсь. Видите, просто поднимаю. Вот, поднимаю. Заметьте, ребята, есть такой момент, то что у нас происходит как? Нету кивка. Пом, 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 пом. Нету кивка. У нас идет, видите, вот планка. Она по горизонтали. Поэтому горизонталь поднимается одновременно под мишенью. Под мишенью, ребята. Под мишенью. Следующее движение. Это мы тренируем, ребята. В движении. Движение. 0. Вот пошло движение. Вот, тренируем так 25, да, раз. Движение. Условно мы сделали 25 раз. Обязательно ключевой момент. То есть не просто, да, какой-то данный, да, вода какая-то, а именно ключевой момент. Плавно, ребята, плавно. То есть без скачков, без скачков. Плавно. Плавно. Это уже достаточная скорость на самом деле на 40 метрах. Вот, это 40 километров, я не знаю, может быть меньше, может быть больше, не знаю. Но на самом деле это очень высокая скорость. Этого обычно бывает достаточно. Не нужно делать вот так. Не надо этого делать. Делайте вот так. Движение, скидка, поводка. 0. Движение, скидка, поводка. 0. Движение, скидка, поводка. Все очень просто, ребята. Заключается в том, что вы не делайте это много раз. Не делайте, не качайтесь. Конечно, хорошо мышцы, когда могут тягаться с тяжелыми ружьями. В этом нет плохого, что нужно тренировать свои мышцы. Но, ребята, факт остается фактом. Не должно быть напряжения, чтобы мышцы ваши не запомнили то, что у вас там уже молочко выступает, или уже дрожите уже от того, что тяжело, понимаете, как вы не штангист. Вы делаете это очень плавно, ребята. Плавно делаете. Поэтому, конечно, можете тренироваться до упора, чтобы вам было тяжело качать спину, руки. Все это, конечно, полезно. Но больше всего ключевой момент, ребята, это когда вы тренируете плавность, ребята. Плавность тренируйте. Плавность тренируйте. Движение пошло. Вот, пошло движение. Пошло движение. Обязательно, когда делаете поводку, не смотрите, ребята, на мушку
и на планку. Потому что вы должны только видеть направление стволов, но никак фокусироваться на мушке и на планке. Потому что я напомню, что у нас мишень движется в динамике, и эти доли секунды могут быть в 4 метра. Доли секунды, там полсекунды может быть 5 метров в движении. Поэтому выстрел будет позаду. Поэтому наша задача, ребята, контролировать мишень, научиться вниманием выходить наружу. Это не нарезное ружье, то, как я практикую, и то, как я всем всегда говорю про это. Вот. Друзья, если вы стреляете и до сих пор используете стандартный приклад, и у вас ничего не получается, и у меня для вас отличная новость. Мы уже несколько лет делаем индивидуальные приклады под каждого стрелка, с учетом вашей анатомии, роста, длины. Все это подбирается по вашим меркам. И все это делается, ребята, по онлайн. Вам не надо встречаться со мной, брать открепления и приезжать сюда с ружьями. И как следствие, попадание возрастает. Мы работаем сегодня под брендом Якут Снайпер. Если вам интересно, напишите мне в WhatsApp. Ссылка под описанием под этим видео. Я расскажу вам подробнее, и мы вам поможем подобрать оптимальный вариант. Вот давайте еще какое движение можем сделать с вами. Подъем, и у нас идет спина. Подъем, идет спина. Подъем, идет спина. Спина, спина, движение, спина, движение, подъем, спина, движение, подъем, спина. Ребята, самый главный момент обязательно в холостых скидках. Не приучайтесь вниманием быть рядом с телом. Ваше внимание должно быть на мишени. Вы не должны стоять, допустим, в момент выстрела и думать, как вы встали, допустим, да, или как вы поставили носок, как вы поставили какой-то взгляд. Но это все это важно, да, это важно. Но это будет все по умолчанию, когда вы натренируете. Самый главный момент, ваше внимание, ребята, должно быть на мишени. Мышечная память, она, конечно, сохранится, но очень важно, ребята, приходить к тому, чтобы у вас не было автоматизма. Автоматизм, он мешает. То, когда вы поставили на ручник, и оно как бы должно сделать за вас. Нет, ребята, в стрельбе это ошибка номер один. Никогда не ставьте на ручник, потому что мишень, ветер подул вниз, ветер подул вверх. Поэтому всегда все меняется. Максимально нужно тренировать себя в настоящем времени. Когда вы полностью контролируете мишень, вы держали ружье 1000 раз, или 500 раз, или 5000 раз. Чем человек начинает, ребята, уже быть уверенным. Правильно, ребята, он это делал много раз. Когда он это делает много раз, он не чувствует вес своих вещей. У него нет внимания на теле или на ружье или на ботинках. Он только смотрит на мишень. Вспомните, когда вы надевали свои болотники с водой или, не знаю, там кофе, чашку. Человек не чувствует вес, потому что он много раз это держит. Задача убрать этот момент, чтобы у человека не было внимания на ружье, друзья. Чтобы ружье слилось с вами, и вы стали продолжением его, ребята, чтобы вы слились, стали прямо продолжением ружья, продолжением ружья, продолжением ружья. Вот, много раз делать. Очень приятно, мне нравится, когда вот этой штукой я прижимаюсь. А с этой стороны, нюхаю, люблю. Много раз это делаю. Видите, много раз это делаю. Поэтому, конечно, отрабатывайте систему. Например, сказал себе, что будешь делать 25 раз. 25 действий. Например, слева направо дай. Раз. Также поводочка пошла. 2. Обнулился. И таким образом обязательно следуйте дисциплине. Сделайте 25 раз. Не делайте там. Сказал себе 25 и сделал 19 и забылся. Нет. Сказал, сделай до конца. Чтобы уважать себя и научиться дисциплине. Ребята, еще ключевой момент в холостых скидках. Воображение, визуализация или планирование, или тайминг. Все в это включено. Что это значит? Когда вы скидываете ружье, представляйте, как летит мишень. Конечно, ее нет, ребята. Но у вас задача
прорисовать траекторию от мишени примерно. Воображая, что это мишень. Если это медленная мишень, если это средняя, вы ходите от мишени. Если это далекая, вы должны это все совмещать именно с помощью воображения при холостых скидках. Это очень бомбически и полезно, ребята. Иначе смысл, потому что мы, когда не воображаем, начинаем смотреть как на нарезном. А мы сейчас работаем по летящим мишеням. Летящие мишени – это динамика, это вызов для мужчины, потому что нам не хочется стрелять по сидячим, по стоячим, по медленным. Это как-то вот не вызов нам. Поэтому мы хотим, чтобы условия у нас были равны, чтобы равный был бой, понимаете? Чтобы у нее была скорость, чтобы она была далеко, и чтобы какое-то было препятствие, потому что мужчины, они добытчики и тактики, и должны преодолевать, понимаете? И это кайфово становится внутри, когда ты попадаешь не на халявные мишени, а когда ты работаешь. Вот в чем заключалась у нас холостая скидка, друзья. Сегодня тренируйтесь, становитесь сами себе богами, любите себя, не давайте себя в обиду, не болейте. И самое главное, уважайте себя, потому что стрельба, она очень связана с мыслью. Когда человек не уважает себя, оно оборачивается против. И результаты сразу не дают о себе знать. Ну что, ребята, если было полезно, ставьте лайки, присоединяйтесь к тренировкам. Мы делаем приклады. Сделал на GetCourse классный онлайн-курс, мощный, разложил по блокам. Можете стартануть на него со мной, с куратором или сами. До скорых встреч. Увидимся.